Приветствуем! Сегодня погружаемся в историю, ну и археологию средневековых енисейских кыргызов. Опираться будем на учебное пособие Ю.С. Худьякова «Кыргызы на Енисее». Да, тема очень интересная. Народ ведь существовал на Енисее почти 2000 летия. И даже державу создал огромную в Центральной Азии, это 9-10 века, да? Верно. А источники по ним изучают уже, страшно сказать, больше 250 лет. Но споры, как я понимаю, до сих пор идут. Еще как. Многие вопросы остаются дискуссионными. Вот мы и попробуем разобраться в ключевых моментах, которые Худяков освещает. Особенно вот эти два момента. Как их правильно называть и откуда культура их пошла? Да, и первый такой острый вопрос, как отмечает сам Худяков, это этноним. Как вот называть население Минусинской котловины в средние века? Большинство исследователей, они опираются на письменные источники. Рунические, греческие, арабские, персидские, ну и китайские, конечно. И что говорят источники? Они используют термин «кыргыз» последовательно. Этот термин, кстати, встречается и в рунических надписях на камнях. Которые считают их собственными надписями. Которые приписывают самим кыргызам, да. Так. Но ведь сейчас часто можно услышать другой термин — хакасы. Или древние хакасы. Откуда он тогда? А вот это как раз и есть суть спора. Этот термин «хакас», он происходит от китайских транскрипций, ну типа «хягас» или там «сядзасас». В научный оборот они попали где-то в XVIII веке. Интересно. При том, что важно, уже тогда ранние исследователи, ну вот, например, Вильгельм Шот, он показал, что «хягас» — это просто вариант написания слова «кыргыз». То есть не другой народ? Фонетически тот же самый, по его мнению. А сам термин «хакас» в современном значении, как название коренного народа Хакасии, Да. он закрепился только в 20-е годы 20 века, отчасти под влиянием идей сибирского областничества. Так, значит, если верить Худякову, средневековый народ себя так не называл. Хакас — это не самоназвание. Согласно вот этим материалам, нет. Появилась теория, и ее активно развивал Л.Р. Козлосав, что Хакас — это было как бы общее самоназвание для всего разноэтничного населения там. А кыргыз? А кыргыз — это, мол, только имя правящего рода, такой аристократической династии. Звучит, ну, как версия. Но ее критиковали. И очень резко, о чем Худяков и пишет. Критики там О. Караев, С. Е. Ехонтов, Н. А. Сердобов, они указывали на несколько моментов. Каких же? Ну, во-первых, говорили о некорректном цитировании источников сторонниками этой теории древних хакасов. Угу. Во-вторых, вот лингвист Ехонтов, он фонетически разобрал и показал, что китайская хагас реконструируется именно в кыргыз, не в хакас. То есть лингвистика против. Получается, что так. Ну и в-третьих, критики считали, что вот эта подмена термина «кыргыз» на «хакас», она была связана с попытками, ну скажем так, искусственно удревнить историю современных хакасов. А в чем там связь? По мнению критиков, происхождение современных хакасов больше связано не с правящими кыргызами, а с зависимыми от них племенами, так называемыми кштымами. Кштымы — это те, кто дань платил. Да. Именно. А письменные источники, они как раз упорно называют правящий этнос именно кыргызами. Понятно. То есть, согласно представленному источнику, корректнее все же говорить «енисейские кыргызы» для Средневековья. Да, с точки зрения этого пособия именно так. Хорошо, давайте ко второму вопросу. Происхождение культуры. Была ли она связана с местной, таштекской культурой, которая была до них? О, это еще один большой дискуссионный узел. Действительно, вот ранние исследователи, как Теплохов, Киселев, они видели прямую преемственность. На чем они основывались? Указывали на сходство погребальных сооружений. Вот эти кыргызские чаатасы и таштыкские склепы, они похожи конструктивно. Потом традиция каменных стел. Ага. Находили аналогии в керамике, в некоторых предметах инвентаря, ну, например, такие бронзовые амулеты с парными головками лошадей или фигурки баранов в золотой фольге. Это и там встречается. Но ведь были различия.
Наверняка. И существенные. Вот в этом-то и суть дальнейшей дискуссии, как ее излагает Худяков. Различия действительно бросаются в глаза. Например? Ну, во-первых, даже территории распространения культур не полностью совпадают. Во-вторых, сами комплексы вещей, оружие, конская сбруя, украшения у кыргызов VI-VIII веков, они во многом другие. Не такие, как у таштыкцев. Не такие. Потом, погребальный обряд. Вот у таштыкцев, например, не было обычая класть в могилу мясную пищу. А для кыргызов это очень характерно. Так-так. А многие ключевые элементы кыргызской культуры, вот эти знаменитые наборные пояса, стремена, руническая письменность, они вообще не находят прямых аналогов в таштыкской культуре. А откуда же они тогда? А они явно связаны с влиянием большого кочевого мира, прежде всего тюркского каганата, потом уйгурского. Оттуда пришли эти инновации. И керамика тоже отличается, вы упомянули. Да, даже лепная керамика, вроде бы самая такая консервативная вещь, у кыргызов она сильно отличается от таштыкской. То есть вот так просто сказать, что кыргызская культура выросла из таштыкской, нельзя. Ну, получается, что это слишком упрощенно, судя по тем данным, что приводит Худяков, да? Это был какой-то более сложный процесс. Синтез? Похоже на то. Какая-то местная основа, безусловно, была. Элементы преемственности, особенно в погребальных конструкциях, они видны. Но культура кыргызов эпохи Чаатас, это VI-VIII век, она несет очень сильный отпечаток внешних влияний. Из степи. Из степной Центральной Азии, да. Это скорее синтез местных традиций и вот этих мощных импульсов извне. Итак, подведем небольшой итог нашему сегодняшнему разбору по материалам Худякова. История енисейских кыргызов, она полна вот таких сложных дискуссионных моментов. Да. И спор об этнониме кыргыз или хакас – это ведь не просто академический спор, он показывает, как интерпретация древних источников может быть связана с современностью, с вопросами идентичности, даже политики. А вопрос о происхождении культуры. Он напоминает, как важно учитывать не только преемственность, корни, так сказать, но и внешнее влияние. Конечно, формирование любого народа – это всегда сложный процесс. Нельзя просто провести прямую линию из прошлого в настоящее. Важно видеть и контакты, и заимствования, и синтез. И вот, наверное, мысль для размышления нашим слушателям. Если даже названия народов, этнонимы и их культурные черты в прошлом могут быть такими неоднозначными, так зависеть от интерпретации, как это влияет на то, как мы понимаем идентичность и свою, и чужую сегодня. Особенно, когда история, как мы видим, становится аргументом в современных дебатах. Да, это вопрос, над которым стоит подумать.